طبعا تقولي راس باسبور استرخوين عجوز زو ديمونستراتيش راسي يعيش شو ويبرشي تان دحلي تان ويبرشي شو ويبرشي يعتشي أبرات نبوت الفواش شو ثم تعلم ريز بوتي جيتا تقولي دوي خو اشتكروشي حاجو دل تان راس الشنجم نقطة هنتا إشكالي هنتا ديني نقطة هنتا أرجنزوني لقيت إشتاقوا للبيت. طبعا versiya koçakı prezident karş uyboş yolş tüm döhalı حقول بنوخش بو حقول ببعا نوخش ريس تغلر هدو يرچه им Путин kügelehoş российский политический режим лехтуашо политический террор dünya meldu nohçant lehtenu политический террор tun döhal doşuş حقول bu nohçe şey lama dahayte şey dihçedeli dahayte nohçe komut lehtenu qizil إقزل كوجل على احتنا إيمنا ولاديمير بوتين خلره نوشي قومن ديكتة دللي داخايته ولاديمير بوتين ليلو شو بوليتيكان ريست خلر تو بوليتيكان دوحال دو داخايته نوشي ويلا نوشي ديسني داخايته اتسون روشكا ادم لوكوزا Путин угроза мира! شيل ولشا خورت ما قصتي بكون Путин новичок! خير دايو شوان ما خير ويبر شو اسقه Путин угроза وي بعدك мира! دي خير ويبر شي تساش طويل بس نوتين يلا روسيا دو يستاق نو وي قوزا هو عال شوي ويش دقدق عال شوي هو خدونا ندوي مش هاتير دادول ده خدونا شامل Putin slielu šo agresiju šēdolum. Koi dui šta hoič štagula del koz mītim geštu hoi. Где это видно? О каком демократии может идти речь? О каких выборах может идти речь? Кровопийца номер один мирового значения прямо заявляет на весь мир, кто орет где-то там в Европе, он захлебнется своей кровью. Путин угрожает в прямом эфире. Также и Кадыров угрожает. А эти пришли голосовать. Ну ничего, голосуйте. Следующий гексаген под вашим домом. Добро пожаловать! Эти видео, которые люди выкладывают в сеть, в Сирии гибнут дети, гибнут люди, гибнут мирное население в огромном количестве, как и на Украине. И это то, с чем мы сейчас живем, и то, что мы сейчас на выборах выбираем также. Гибель мирного населения. Вот. И также в поддержку наших друзей из Чечни, режим Рамзана Кадырова, который там сейчас присутствует, это тоже, я считаю, детище, это вина Путина отчасти, то, что он там существует, это абсолютно российский режим. И сейчас Аюб Титиев находится в абсолютно непонятной ситуации, до этого правозащитники гибли, и это такой анклав еще большего авторитаризма в авторитарной России, и это то, от чего я тоже хотела бы избавиться, и чего я хотела бы не иметь в нашей стране. Вот. Недавно мы подали заявление в Гаагский суд, Международный уголовный суд в Гааге. У нас только предварительное заявление, которое мы подали, 220 страниц, а так у нас там до миллиона страниц есть военных преступлений, геноцид, массовые убийства. Там начало конца.
Вот если выйти на дорогу, посмотрю, будет не знаю. Даже не так хорошо, братья. За Владимира Владимировича будем голосовать. А вы? За Путина. А вы? А в прошлый раз за кого голосовали? Вы не голосовали, а вы? А мы голосовали. За кого? За Прохорова. А почему сейчас поменялось? А потому что нет Прохорова. Конечно, за Путина. За Собчак. Почему? Мне обязательно надо отвечать. Путин – это война. Кто получает пособие в Соединенных Штатах Америки и не декларирует свои российские пенсии, вы за это ответите. Когда Путин открыто показывает мультики с тем, что он запускает ракеты на Соединенные Штаты Америки, вы выстроились в очередь голосовать за него? Для чего он переписывает вас? Он вас использует в своих целях. Для чего вы пришли голосовать? Почему вы в Америке? Почему вы не в России? Ответьте, почему вы в Америке? Вы получаете пособие в Америке? Я нет. Я не получаю. И ни у каких налогоплательщиков я не сижу. Потому что я гражданин Канады. Я знаю, что большинство из пришедших сидят на шее американских налогоплательщиков. А я кто плачу налоги? Вот и голосуйте за Путина. И едьте в Россию. Почему вы живете в Америке? Я хочу, там и живу. И вы мне нюху будете указывать. За кого я буду голосовать и где я буду жить? Против Путина. Почему? Потому что он разжигатель войн, а я за мир. Еще какие-то аргументы? Да нет, потому что он преступник. Я против того, что Путин действительно диктатор, и находясь в России, я лично на себе это почувствовал, что абсолютно никакой свободы нет. Ни свободы вообще ни в чем. А зачем вы приехали? А затем, чтобы такие, как Собчак, как Явлинский, пришли к власти. Да? А когда ваш будет президент Путин, Трамп, ваш президент Трамп, и ваш тоже, и вы мой здесь президент живете. Трамп, и я сюда не поперлась. Да вот из-за того, что вы здесь голосуете, из-за этого молодежь я не голосую. Я голосую за президента России. моей страны. Это вы не голосуете за нашу молодежь, которая приехала сюда. У нас нет ни одного русскоязычного кандидата, представителя во власти в Соединенных Штатах Америки. Вы сюда хорошо выстраиваетесь. А делегировать права нашим русскоязычным ребятам во власть в Соединенных Штатах Америки вы не хотите, потому что это не нужно Путину. Нет, не секрет, за Путина. Потому что он, в общем-то, поднял экономику страны. Посмотрите, что было в 2000 году. Путин! Дай Бог тебе здоровья, Путин! YouTube! Мы что, хотим вас 20 лет увидеть? Путин, идем, я тебе покажу. Особенно Гарри, бро. Победы Владимира Владимировича Путина. Моя позиция. Путин должен ответить за все свои военные преступления перед Гаагским трибуналом. У меня нет секрета. Можете поделиться с нами? Пожалуйста, я голосую. Видите, за кого? За Севастополь, значит, за Путина. А вы за кого будете голосовать? За Путина. Почему? Мне нравится он как кандидат. Вам он не нравится? Не, у меня нейтральная позиция. Мне вообще... Нейтральная позиция. Вы посмотрите на всех. Стыдно смотреть. Хоть я к вашему президенту американскому хорошо отношусь. Но смотреть на эту Терезу Мэй отвратительно. Это политик, который не дает себе отчета в своих словах. Ведь ты говоришь это на весь мир. Значит, надо взвешенно говорить. Давайте про Путина. Путина замечательный человек. Замечательная у него политика. Внешняя, во всяком случае.